Мошенники в Таджикистане изощряются так, что и подумать сложно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто орудует на улицах Таджикистана и как уберечь себя. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всех важных событий. Житель Гафуровского района Сагдийской области задержан сотрудниками таджикской милиции по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, в мошенничестве подозревается 27-летний житель, ранее судимый по статье 247 «Мошенничество Уголовного кодекса Республики Таджикистан». Отмечается, что подозреваемый с марта 2020 года по январь 2022 года, войдя в доверие, брал регулярно деньги у 15-летнего местного жителя, якобы для хранения. Подросток приносил ему отцовские деньги в общей сложности $40 тысяч, которые предполагаемый мошенник тратил на личные нужды. По данному факту проводится расследование. Берегите своих детей и свое имущество. Ведь у этих людей нет ничего святого. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также житель города Душанбе задержан сотрудниками таджикской милиции по подозрению в шантаже и вымогательстве. Мужчина вымогал деньги у женщины, угрожая выложить в интернете ее в обнаженном виде. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, в указанном преступлении подозревается 31-летний житель столицы. Отмечается, что мужчина, пользуясь доверием 25-летней жительницы Душанбе, снимал ее на мобильный телефон, а затем потребовал с нее 10 тысяч самани, угрожая выложить ее фото и видео в обнаженном виде в интернете и отправить ее родственникам, в частности брату. Таким образом, методом шантажа подозреваемый взял у потерпевшей в общей сложности 4500 самани. Следственным управлением МВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 250 «Вымогательство» Уголовного кодекса Республики Таджикистан и ведется следствие, сообщил источник. А как вы относитесь к таким ситуациям и к тому, что в последнее время мошенники все больше изощряются, находя своих жертв буквально на улице, и они уже не щадят ни женщин, ни детей? Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы думаете, кто в этом виноват и как это решить? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!